Ищешь надежную сетевую компанию? Сегодня я, Людмила Гилева, буду твоим гидом и совершу обзорный экскурс по китайской государственной корпорации New Era и поведаю о плюсах компании и о минусах. Почему именно новая эра? Почему приход сетевиков с 20-летним стажем становится обычным делом для компании? Во-первых, компания не является чьей-то частной собственностью. Это не компания олигарха, это государственная компания. Во-вторых, продукция компании по-настоящему уникальна, и ее невозможно повторить, потому что компании принадлежит монопольное право на использование ценного природного ресурса Китая. В-третьих, лояльный маркетинг-план компании. План накопительный. Вознаграждение до 68%. Никаких кабальных закупок. Выплаты только наличными деньгами. Быстрый выход на получение процента от мирового оборота компании. И продаж в общепринятом понимании нет. Немного подробнее о продукции. Каждый продукт в товарной линейке компании содержит один из двух базовых составляющих. Это либо пыльца китайской сосны массон, либо экстракт листьев бамбука. Каждый продукт имеет высокие стандарты и сертификаты соответствия качества. Министерство космической промышленности – это официальный партнер компании. Это тоже огромный плюс. А китайские космонавты именно продукцию новой эры используют для восстановления сил и поддержания здоровья. Что говорят врачи о продукции? О пыльце китайской сосны и о бамбуке. Сосна – это реликтовое растение. Это значит, что она переходила из одной геологической эпохи в другую, неся в своем геноме информацию о силе, о выживаемости, о выносливости, о долголетии. Сосна вообще ровесник динозавров. Только динозавры вымерли, а сосна вот до сих пор в таком же виде, как она была раньше. А пыльца сосны – это ее семя. И она несет ту же самую информацию о том же самом, о силе, о выносливости, о выживаемости. И эту информацию мы получаем, принимая внутрь пыльцу сосны. Это очевидно, когда мы начинаем мать этот продукт, мы чувствуем себя намного лучше, мы чувствуем себя помолодевшими, энергия у нас прибавляется в разы. Более того, сосна содержит 268 компонентов. По сути, это банк питательных веществ вообще Земли. В ней есть все, что необходимо для зарождения и поддержания новой жизни. И не случайно Минздрав Китая в 2010 году заявил во всеуслышание, что в недалеком будущем пыльца сосны заменит все БАДы в мире и все диетическое питание. В ней есть все. Вот буквально все, что необходимо для нормальной работы и функционирования организма человеческого. Можно смело убрать все витамины, все микроэлементы, все энзимы, все ферменты, потому что это все достойно заменит всего лишь один единственный продукт на Земле. Это пыльца сосны. В ней есть все. В ней 100 ферментов и коферментов, в ней все микроэлементы, в ней все витамины, в ней все аминокислоты, в том числе и все незаменимые аминокислоты. Она содержит все. Это подтверждено, это доказано, причем не только китайскими учеными, это доказано учеными и французскими, и немецкими, и швейцарскими. Пыльца сосны изучалась во многих институтах медицинских мира, ну и американскими, естественно, тоже. И если учесть, что у нее нет вообще никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, у нее нет привязки к возрасту, ее можно принимать от новорожденных, нет передозировки, не бывает у сосны передозировки, потому что это органика. Да, она не накапливается, она полностью выходит из организма. Вот если все это учесть, то мы можем смело говорить, что перед нами идеальный источник витаминов, микроэлементов, ферментов, аминокислот. Это натуральный, природный, экологически чистый, а главное еще и очень вкусный продукт. Она действительно очень вкусная, она пахнет солнцем, она пахнет сосной, она пахнет смолой. Буквально одной таблетки пыльцы хватает для того, чтобы опять глаза открылись, и ты в прекрасном самочувствии. То же самое бамбук. Он тоже растет на территории Китая, и он тоже является экологически чистым природным растением. Для его роста тоже не требуются никакие стимуляции. Это растение, которое на Востоке является символом силы, долголетия, молодости. Он растет за месяц до 25 метров, представляете? И если бамбук начинают обрезать, то он очень быстро восстанавливается, и даже если его срезают это растение, он опять быстро начинает расти. Растение, которое неубиваемо. И бамбук – это идеальный регулятор липидного обмена. Что ученые доказали? Что это идеальное. Он чистит сосуды. Он чистит сосуды от крупных сосудов, прямо вот аорта, да, от крупнейших сосудов до мельчайших капилляров. Он прочищает внутренний просвет сосудов. Он их очищает от липидных бляшек, от тромбов. Он убирает загущение крови, он разжижает кровь.
Это очень важное качество, потому что сейчас очень много людей находятся на разжижающих препаратах, потому что очень много сердечно-сосудистых заболеваний, которые лечатся и профилактируются именно разжижающими. Это аспирин и подобные, которые очень сильно влияют на желудок, которые очень сильно влияют на печень. Бамбук – это натуральный разжиживатель крови, который никаких побочных эффектов не оказывает с точки зрения воздействия там, на печень, на желудок и так далее. Это идеальная профилактика инфарктов и инсультов, а также это идеальное средство для реабилитации после этих заболеваний. Также бамбук создает невозможные условия для существования простейших паразитов. Он их не убивает, он просто создает такие условия, при которых простейшие паразиты, они инкапсулируются, они выходят, покидают организм. Они не любят, когда в организме такая среда, потому что он напитывает нашу кровь кислородом, а простейшие, они не любят кислород, да, они сразу же бегут оттуда. Он питает кровь кислородом, он дает кислород тканям, он меняет pH, убирает закисление крови и всех жидких сред, в том числе лимфу, тканевую жидкость, убирает закисление, потому что он сам по себе является щелочным. И как следствие pH сдвигается в нормальную, убирается закисление, и все процессы биохимические, это все начинают нормально функционировать и происходить. Интересный факт. Госсовет Китая не позволял долгое время выводить компанию за пределы республики. И 16 лет продукты для здоровья были только внутри своей страны и только для своего народа. Решались внутренние задачи, а именно, необходимо было укрепить армию и поднять спортсменов на высшие ступени пьедестала, а также укрепить здоровье китайского народа в целом и решить вопрос занятости населения. И только после глобального решения этих задач было принято решение вывести компанию на международный уровень. В России New Era с декабря 2013 года. И благодаря в том числе России оборот компании за один год увеличился на 250 миллионов долларов. И за один год компания переместилась с 21 на 17 место в рейтинге топ-100 самых прибыльных сетевых компаний мира. Теперь минусы. Конечно же, это языковой барьер и недостаточное техническое обеспечение рабочими инструментами. Но согласитесь, эти минусы – сущие пустяки по сравнению с тем, что ты можешь получить. Почему же стоит стать партнером компании? Во-первых, бизнес с Китаем сегодня в тренде. Во-вторых, бизнес с государственной компанией, которая имеет монопольное право на сырьевой ресурс, это круто. Это то же самое, если бы в России вам предложили стать партнером «Газпрома». Ну а в-третьих, с продуктами новой эры твое здоровье и здоровье близких тебе людей гарантированно защищено на 100%. Узнай, как стать партнером уже сегодня и получи от меня в подарок главный продукт компании.